Наш эфир продолжает актуальное интервью. В студии Иван Лазаренко. Здравствуйте. В условиях ограничительных мер по недопущению распространения коронавируса особое внимание уделяется старшему поколению. Кстати говоря, еще в 70-е годы прошлого столетия советские геронтологи Якутию официально признали одним из центров долголетия в стране. Как считают врачи, поддерживать здоровье в преклонном возрасте помогает в том числе и сбалансирование питания. Об этом и не только мы поговорим с гостьей нашей студии. Это Акулина Федотова, заведующая отделением реанимации интенсивной терапии гериатрического центра Республиканской клинической больницы номер 3. Акулина Степановна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Давайте, наверное, нашу беседу начнем с того, кого мы сегодня относим к людям пожилого возраста. Очень интересный вопрос. На самом деле, мне кажется, не все точно знают эту классификацию. Возможно, мы с вами даже для школьников уже пожилые люди. А так, если взять классификацию Всемирной организации здравоохранения, которая была выпущена в прошлом году, в 2020, пожилым считается возраст от 60 до 75 лет. 75 до 90 лет – это уже старческий возраст, и люди старше 90 лет – это уже долгожители. Ну, понятно, что солидный возраст – это и солидный багаж проблем, например, проблемы в питании. С какими проблемами чаще всего сталкивается пожилой человек? Основные проблемы – это, как вы все знаете, я думаю, что не только медицинские работники об этом знают, это замедление метаболизма, отсутствие аппетита, нежелательные побочные эффекты от препаратов, которые в основной своей массе принимают все люди старческого и пожилого возраста. А также капризность в еде, потому что чем старше люди, они начинают уже выбирать, что мы будем кушать, да и не всегда это правильно. И также снижение физической активности. Ну, естественно, в зрелом возрасте и внутренние органы начинают работать чуть-чуть по-другому. Давайте углубимся в проблему, опять-таки, питания. Каковы особенности пищеварения в преклонном возрасте? Пищеварение в преклонном возрасте нарушение идет уже с этапа приема пищи. Это затрудненное глотание. Это почему так происходит? Есть такое понятие ксеростомия, то есть полное отсутствие или уменьшение выделения слюны, если сказать по-простому. И из-за того, что пища не обволакивается слюной, происходит затрудненное глотание. Также плохие зубы или вовсе отсутствие зубов. Это на этапе приема пищи. На этапе переваривания пищи идет с возрастом уже уменьшение кислотности желудочного сока, снижение ферментативной активности пепсина, увеличение задержки в желудке еды, снижение активности ферментов поджелудочной железы. Также, когда уже идет этап всасывания у пациентов пожилого возраста, уже идет дисбактериоз кишечника, где преобладает гнилостная микрофлора. Также гиповитаминоз и иммунодефицит. Я хотела бы привести такой пример интересный. Наш руководитель, был Брежнев, помните, у него была как раз херостомия, и человек даже не мог разговаривать, и все время причмокивал. И из-за этого происходит нарушение всасывания в том числе. Также на данный момент известно около 400 препаратов, которые снижают выделение слюны. И даже эти факторы способствуют. Скажите, а есть ли какие-то принципы питания, которых все-таки пожилым людям следует неукоснительно придерживаться? Может быть, озвучим, чтобы или наши телезрители пожилого возраста, или дети донесли до своих стареньких родителей или бабушек и дедушек?
Но это такие, в принципе, питания, которые мы, в принципе, знаем все. Да, это разнообразный рацион питания, чтобы обеспечивать оптимальное и сбалансирование содержания всех микроэлементов. Строгое соблюдение режима питания– это особенно важно именно в пожилом возрасте. Как у детей, нужно стараться исключать обильные приемы пищи и длительные промежутки между ними. И также индивидуализация питания с учетом обмена веществ и состояния отдельных органов и систем. У людей, у которых, например, сахарный диабет, естественно, будет диета другая, нежели у людей, которые, в принципе, соматически здоровы. Вот я знаю, что есть такой термин «недостаточность питания». Расскажите, пожалуйста, что это такое? Недостаточность питания или научно называется мальнутриция или белково-энергетическая недостаточность. Но я скажу не определение вот как медицинское, а по-простому. То есть недостаточное поступление пищи или пища, не богатая микроэлементами, что приводит к снижению веса вот тех же наших пациентов пожилых и старческого возраста. Также уменьшение физического и умственного функционирования из-за этого происходит. Ну вот если отойти от питания, то в целом какие самые распространенные все-таки заболевания чаще встречаются у этой возрастной группы? Ну, первая, самая обширная группа заболеваний, конечно, сердечно-сосудистые заболевания. Это гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца. Вторая большая вот группа, и можно сказать даже проблемы, это сахарный диабет. Потом идут тиреотоксикозы, ревматоидные артриты и также травматология. Скажите, а сложно ли у людей преклонного возраста установить точный диагноз на фоне, допустим, общей не самой радостной картины всего организма? Ну, диагноз, например, если человек поступает в стационар, это несложно. А если человек себя чувствует соматически неплохо, при этом у него есть недостаточность питания, это нужно делать людям, которые с ним живут, например, близким, детям, там, внукам. В стационарных условиях это, в принципе, делается очень быстро. Во-первых, это осмотр. Да? Поступает человек, и мы видим, что при, например, нормальном росте человек очень худой, например. Да? Есть такое понятие индекс массы тела. Сейчас это очень популярно в интернете, это можно почитать, увидеть. Норма от 18,5 до 25. И вот ниже, если индекс массы тела ниже 18,5, это уже считается недостаточность питания. Также есть огромное количество лабораторных показателей, которые могут нам показать, вот у человека есть недостаточность питания или нет. Ну, все знают теперь вот с развитием коронавирусной инфекции. Сейчас у нас население практически сами медики, да, все в интернете читают, видят биохимия крови, там есть показатели общий белок. Нормы, естественно, у мужчин молодых, у женщин, также у стариков и у детей они отличаются. И вот если идет снижение, например, той же фракции общего белка, уже мы можем говорить о недостаточности. Также есть показатели альбумина. Мы тоже по нему ориентируемся. В условиях стационара мы можем, например, это все скоррегировать. Мы можем взять анализы на микроэлементы, на витамины. Диагноз, в общем, ставится, можно сказать, достаточно легко. Вот после того, как диагноз был поставлен, каким все-таки должно быть лечение? Есть возможность отпустить человека домой лечиться или все-таки лучше оставить в стационаре под присмотром специалистов, чтобы проходило лечение? Давайте обговорим две ситуации. Вот то, что я говорила, что у человека, например, соматически он здоров, то есть у него нет жалоб, это первый случай. И второй, если человек находится в стационаре. В первом случае нужно постараться, если вы видите, что у вас мама или папа или бабушка не доедает, нужно, во-первых, конечно, обратиться в поликлинику свою по прикреплению, да, или постараться как-то поговорить со своим близким человеком, что не нравится, может быть, депрессия у человека. Это, кстати, очень частая причина именно вот недостаточности питания у взрослого населения.
именно депрессии. Возможно, просто поговорив с человеком, вы уже поможете ему, да, и начнете вот уже исправлять эту недостаточность. А в стационаре же, когда к нам поступают, есть два вида доставки, можно сказать, пищевых, ну, грубо, пищи к пациенту. Это парентеральное питание и энтеральное питание. Парентеральное — это мы вводим специальные сбалансированные растворы внутривенно. Это уже когда идет тяжелая ситуация. Это онкологические, например, больные, которые не могут принимать пищу обычным образом. И есть энтеральное питание. Это мы с помощью диетолога или сами, ну вот если к нам попадают в реанимацию, врачи-анестезиологи-реаниматологи, мы сами рассчитываем суточный колораж и можем через зонд вводить специальные препараты. Их у нас много, очень много разных фирм, и чтобы достичь нужного колоража. Ну и в завершении разговора, естественно, давайте поговорим о профилактике. Ваши советы, какие меры профилактики необходимо соблюдать людям пожилого возраста? Ну, скорее всего, это прозвучит очень банально, но меры профилактики такие, что нужно придерживаться здорового образа жизни, соблюдение водного питьевого режима, также питаться сбалансированно, есть каждый день фрукты, овощи, если это доступно, конечно же. Но в идеальном мире нужно всем пожилым пациентам нужно проводить скрининг нутриционного статуса, то есть посмотреть вот анализы, какие микроэлементов их не хватает. И такие основные принципы, то что вот потребность в энергии в среднем это 30 килокалорий на килограмм в сутки. И белка должны принимать не менее 1 грамма в сутки. Это для пожилых. Это в среднем, конечно, потому что нужно индивидуально, я уже говорила, подходить и тоже рассматривать сопутствующие заболевания. Акулина Степановна, я благодарю вас за эту беседу. Огромное спасибо, что ответили на наши вопросы. Ну и, безусловно, вам и всем врачам в вашем лице огромное спасибо за ваш труд. Всего доброго вам. Спасибо. До свидания. Это была программа «Актуальное интервью». Как поддерживать здоровье в преклонном возрасте, в том числе с помощью сбалансированного питания. Об этом мы говорили с гостьей нашей программы. Это заведующий отделением реанимации интенсивной терапии гериатрического центра Республиканской клинической больницы номер 3 Акулина Федотова. Берегите себя, не забывайте носить маски и соблюдать дистанцию в общественных местах. До встречи в эфире.